Шохлопан бзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 63-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара. Автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызжа. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа, ставьте лайки, комментируйте видео. Итак, на сегодняшнем занятии у нас с вами следующий план работы. Мы с вами изучим новые слова и выражения. Затем пройдем небольшой диалог. Приступим сразу к занятию. Слова и выражения на абазинском языке. Ажакуй, ажацайкуй. Обратим внимание на выделенные буквы. Давайте сразу постараемся вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем правильное произношение выделенных букв. Начнем с буквы Ж. Обратим внимание, что буква Ж пишется как Ж в. То есть две согласные Ж в передают звук Ж. Мы с вами запоминаем правильное произношение буквы Ж с помощью слова корова. Корова на абазинском языке Ж. Корова на абазинском языке Ж. Следующая буква это буква К. Буква К пишется как К в. Мы запоминаем произношение буквы К с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. Дальше обратим внимание на букву Г. Посмотрите, как пишется буква Г. Пишется она как Г-палочка. Правильное произношение буквы Г мы запоминаем с помощью слова весна. Весна на абазинском языке гапн. Г, гапн. Теперь приступим к самому упражнению. Агны гаталыт. Агны гаталыт. Наступает зима. Ахташпауладзава. Как ты переносишь холод, обращаясь к мужчине? Давайте еще раз прочитаем. Агны гаталыт. Наступает зима. Ахташпауладзава. Как ты переносишь холод, обращаясь к мужчине? Итак, давайте теперь обратим внимание на выделенные буквы. Начнем с буквы Г. Буква Г пишется как Г, твердый знак, и произносится как Г. Чтобы нам с вами легче было запомнить, как произносится буква Г, мы используем слово-подсказку поезд. Поезд на абазинском языке гба. Г, гба. Переходим к букве Г. Букву Г мы только что повторили, на предыдущем слайде, но еще раз напомним себе, что букву Г мы пишем как Г-палочка, а произношение буквы Г мы запоминаем с помощью слова весна. Весна на абазинском языке гапн. Г, гапн. Гаталит. Звук Т. Звук Т пишется как Т-палочка. Обратим внимание на эту букву, постараемся запомнить ее правильное написание. Итак, буква Т пишется как Т-палочка, произносится как Т. Правильное произношение слова Т мы запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Теперь посмотрим на следующее предложение. Ахта шпауладзава. В слове ахта мы видим звук Х. Давайте обратим внимание, что звук Х пишется как Х, мягкий знак. Постараемся запомнить, что звук Х пишется как Х, мягкий знак, произносится как Х. Произношение буквы Х мы запоминаем с помощью слова золото. Золото на абазинском языке хапщ. Х, хапщ. В слове шпауладзава звук дз пишется как д, з. Давайте постараемся запомнить, что звук дз передается с помощью двух согласных д, з. Правильное произношение буквы дз мы запоминаем с помощью слова вода. Вода на абазинском языке дз. Вот теперь, когда мы с вами разобрали все выделенные буквы,
нам с вами гораздо легче будет прочитать предложения на слайде. Давайте прочитаем их. Ахны гаталит. Ахны гаталит. Наступает зима. Ахта шпауладзава. Ахта шпауладзава. Как ты переносишь холод? Обращаясь к мужчине. Перейдем к следующему слайду. Если мы хотим спросить у девушки или у женщины, как ты переносишь холод, то меняется у нас эта фраза на ахта шпабыладзава. Ахта шпабыладзава. Зынла ахта сылалыт. Зынла ахта сылалыт. Сразу простуживаюсь. Да? Теперь обратим внимание на выделенные буквы. Буква Х в слове ахта мы уже проходили сегодня на предыдущем слайде, но еще раз давайте себе напомним, что букву Х мы пишем как Х мягкий знак, а произношение буквы Х мы запоминаем с помощью слова золото. Золото на абазинском языке хапщ. Х, хапщ. В слове шпабыладзава мы встречаем звук дз. И еще раз напомним себе, что звук «ц» мы с вами запоминаем с помощью слова «вода». Вода на абазинском языке «ц», да? «дз». Звук «т» в слове «сылалыт» мы пишем как «т-палочка», а произносим как «т». Правильное произношение буквы «т» мы запоминаем с помощью слова «сова». Сова на абазинском языке «т», «т». Вот мы с вами повторили все выделенные буквы. Давайте теперь прочитаем предложение на слайде. Ахта шпабыладзава. Ахта шпабыладзава. Как ты переносишь холод, да, если мы обращаемся к женщине или к девушке. Зынла ахта сылалыт. Сразу простуживаюсь. Зынла ахта сылалыт. Теперь перейдем к следующему слайду. Ажвянд ддит. Ажвянд ддит. Гром гремит. Щемтала адз ахит. Щемтала адз ахит. По утрам выпадает иней. Теперь перейдем к выделенным буквам и посмотрим, какие из них нам легко вспомнить, а какие еще не так свободно вспоминаются. Посмотрите, вот буква Ж. Пишется она как Ж, В. Да? Давайте постараемся вспомнить, с помощью какого слова мы с вами запоминаем правильное произношение буквы Ж. Конечно, это слово корова. Корова на абазинском языке Ж. Следующая буква, которую мы с вами здесь разберем, это буква Г. Вот она выделена красным. Букву Г мы пишем как Г, палочка, В. Г, палочка, В. Это буква Г. Правильное произношение буквы «р» мы запоминаем с помощью слова «гнездо». Гнездо на абазинском языке «жара». «Жара». «Ддит». Звук «т» пишется как «т-палочка». Здесь мы быстренько напомним себе, что звук «т» мы запоминаем с помощью слова «сова». Да? Сова на абазинском языке «т». Теперь обратим внимание на звук «дз». Звук «дз» мы тоже сегодня уже встречали. Давайте себе просто напомним, что звук «дз» мы запоминаем с помощью слова «вода». Вода на абазинском языке «дз». Слово «весна» мы запоминаем, с помощью слова «весна» мы запоминаем правильное произношение буквы «г». Буква «г» пишется как «г» палочка, да, как «г» палочка. Смотрите, теперь переходим к букве Х. Обратим внимание, как она пишется. Она пишется как Х, палочка, В. Не самый простой звук, да, в абазинском алфавите. Поэтому давайте обратим на него дополнительное внимание. Постараемся запомнить, что звук Х, хра, да, хра это трава. Звук Х пишется как Х, палочка, В. Х, палочка, В передают звук Х. Когда мы разобрали с вами все выделенные буквы, давайте теперь постараемся прочитать два предложения на слайде. Ажвенд ддит. Ажвенд ддит. Щемтала адзахит. Щемтала адзахит. Очень хорошо. Теперь переходим к следующему слайду. Щемтала абстакхып.
Щемтала абстакхб. Роса бывает по утрам. Или по утрам выпадает роса. Да, кому как нравится. Адгел кшат. Адгел кшат. Земля смерзлась или замерзла. Теперь обратим внимание на выделенные буквы и постараемся вспомнить, какие буквы мы с вами запоминаем с помощью каких слов. Начнем с буквы Т. Давайте еще раз напомним себе, что букву Т мы пишем как Т-палочка, да? А запоминаем мы ее правильное произношение с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Следующая буква это буква Х. Посмотрите, как пишется буква Х. Она пишется как Х, твердый знак. Х, твердый знак. Произносится как Х, как в слове шапка. Х, хлпа. Х, хлпа. Буква П, которая пишется как П-палочка, мы запоминаем ее правильное произношение с помощью слова клюква. Клюква на абазинском языке рп. П, прп. П, прп. В слове адгел мы видим звук г. Правильное произношение звука г очень легко догадаться, да, как он пишется. Пишется как г мягкий знак. Но тем не менее у нас есть подсказочка. Букву г мы запоминаем с помощью слова чабрец. Ге, ген. Обратим внимание на слово кшат. Мы видим звук ш, который повторяется два раза, да? Звук ш пишется как шв. Произносится как ш, как в слове олень. Ш, шарах. Ш, шарах. Напомним себе, что звук мы запоминаем с помощью слова весна. Весна на абазинском языке агапн. Агапн. Теперь, когда мы с вами разобрали все выделенные буквы, давайте еще раз теперь прочитаем прочитаем выражения на слайде. Постараемся прочитать их правильно и запомнить по мере возможности. Итак, приступим. Щемтала абста хб. Адгел кшат. Переходим к следующему предложению. Адз шит. Адз шит. Вода замерзла. Адзевь шит. Адзевь шит. Река замерзла. Да? Обратим внимание на выделенные буквы и напомним себе, что, смотрите, букву «дз» мы с вами запоминаем с помощью слова «вода». Вода на абазинском языке «дз». «Дз». Да? Букву «ш», посмотрите на букву «ш». Давайте попробуем вспомнить. Совсем недавно мы проходили букву «ш». Обратим внимание, что пишется она как «шв». Постарайтесь вспомнить, с помощью какого слова мы запоминаем правильное произношение буквы «ш». Конечно, это слово «олень». Ш-шарах. Ш-шарах. Да? Теперь обратим внимание на букву «т». Буква «т» пишется как «т-палочка». Запоминаем мы ее правильное произношение с помощью слова «сова». Сова на абазинском языке «т». Следующая буква, которую мы с вами разберем, это буква «ж». Мы уже встречали ее на сегодняшнем занятии, но это непростая буква, поэтому давайте еще раз обратим на нее внимание так подробно. Буква «ж» пишется как «г», палочка, «в». Да? Давайте обратим еще раз внимание. «Г», палочка, «в» образуют звук «ж». Правильное произношение звука «ж» мы с вами запоминаем с помощью слова «гнездо». Гнездо на абазинском языке «жара». «Жара». Разобрали все выделенные буквы. Теперь давайте еще раз прочитаем выражение на слайде. Адз шит. Адз шит. Адз шит. Да? Вода замерзла и река замерзла соответственно. Сдуасыт. Выпал сильный снег. Саасит. Идет снег. Сдуасыт. Выпал сильный снег. Саасит. Идет снег. Теперь обратим внимание на выделенные буквы. Буква «г» и буква «т» нам встречались довольно часто на сегодняшнем занятии, поэтому я думаю, нам с вами легко будет вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем их правильное произношение. Давайте напомним себе, что букву «г» мы запоминаем с помощью слова «весна». «Г», «агапн».
Звук Т мы запоминаем с помощью слова сова. Сова на абазинском языке Т. Давайте еще раз прочитаем слова на слайде. Сдуасыт. Сдуасыт. Выпал сильный снег. Саасит. Идет снег. Саасит. Идет снег. Очень хорошо потрудились. На этом первая часть нашего занятия подошла к концу. Переходим теперь к диалогам. Давайте для начала вспомним, как диалоги на абазинском языке, да, как вообще сказать слово диалоги на абазинском языке. Диалоги на абазинском языке айтшажараква. Айтшажараква. Да? Теперь давайте обратим внимание на выделенные буквы и постараемся вспомнить, с помощью каких слов мы с вами запоминаем правильное произношение этих букв. Итак, вот буква Ч. Буква Ч. Пишется она как ЧВ. Запоминаем правильное произношение буквы Ч с помощью слова постель. Ч-чарта. Ч-чарта. Букву Ж мы запоминаем с помощью слова корова. Корова на абазинском языке Ж. Букву К мы запоминаем с помощью слова крыша. Крыша на абазинском языке К. Приступим теперь к диалогам, к самому диалогу. Уэхэзачия. Как тебя зовут? Это когда мы обращаемся к мужчине. Сэхэз Азамат Уарашта. Меня зовут Азамат. А тебя? Сара сэхэз Умар. Меня зовут Умар. Еще раз прочитаем. Давайте внимательно. Уэхэзачия. Как тебя зовут? К мужчине. Сэхэз Азамат Уарашта. Меня зовут Азамат. А тебя? Сара сэхэз Умар. То есть, что мы вспоминаем из этого слайда, да? Мы вспоминаем конструкции устойчивые, с помощью которых мы можем узнать, как зовут человека, да? Например, если мы обращаемся к мужчине, мы используем конструкцию уэхэзачия. Чтобы представиться, мы можем сказать сэхэз, свое имя плюс частица П, например, сэхэз Азамат. Это краткая форма, да? Либо полную форму использовать можем и сказать Сара сэхэз Умар, Сара сэхэз Азамат, Сара сэхэз Радмир. Не знаю. Если, например, мы хотим спросить «а тебя?», обращаясь к мужчине, мы можем использовать конструкцию «варашта». Теперь давайте обратим внимание на выделенные буквы. Буква Х. Начнем с нее. Обратим внимание на нее и посмотрим, что буква Х пишется как Х, мягкий знак. Мы запоминаем ее правильное произношение с помощью слова золото, да? Х-хапщ. Теперь обратим внимание на звук Ч, ачия. Звук Ч пишется как Ч, палочка В. Ч, палочка В. Произносится как Ч, как в слове яблоко. Ч, ча, Ч, ча. Обратим внимание на звук Ч, да? Это не самый уж простой звук в абазинском алфавите. Остановимся на нем и попробуем его запомнить. Ч, ча, а пишется звук Ч как Ч, палочка В. Ч, палочка В, да? Теперь обратим внимание на звук П. Звук П пишется как П, палочка. А мы запоминаем его правильное произношение с помощью слова клюква. Клюква на абазинском языке прп, прп. Следующий слайд. Бэхэз ачия. Как тебя зовут? Обращаясь к женщине, да? Сэхэз маридат. Барашта. Меня зовут Маридат. А тебя? Сара сэхэз Фатимат. Меня зовут Фатимат. Смотрите. Теперь, что из этого слайда мы можем с вами вспомнить? Мы можем вспомнить конструкцию, которая помогает нам задать вопрос, как тебя зовут, обращаясь к женщине. Да, это устойчивая конструкция, можем ее просто запомнить. Бэхэз ачия. Беспроигрышный вариант, чтобы узнать, как зовут девушку или женщину. Бэхэз ачия. Если вам надо представиться, вы говорите сэхэз, свое имя плюс частица П. Сэхэз Оксана П. Сэхэз Маридат. Да? Это краткая форма.
Если вы хотите использовать полную форму, вы можете сказать Сара сехез Фатимат, Сара сехез Марьят. То есть свое Сара сехез, да, потом свое имя плюс частица П. Получается у вас очень хорошая грамотная конструкция. Если вам нужно спросить «а тебя», у девушки или у женщины, вы говорите «барашта», «барашта». Теперь давайте пройдемся по выделенным звукам и вспомним, как они произносятся. Итак, букву «х» мы запоминаем с помощью слова «золото». «Х» – «хяпщ». Букву «ч» мы запоминаем с помощью слова «яблоко». «Ч» – «ча». Букву «п» мы запоминаем с помощью слова «клюква». «П» – «прп». И букву «т» мы запоминаем с помощью слова «сова». Сова на абазинском языке «т». Да? Давайте еще раз прочитаем. «Бахезаджия» – как тебя зовут? Обращаясь к женщине. «Сехез маридат» – «барашта» – меня зовут Маридат. А тебя? «Сара сехез Фатимат» – меня зовут Фатимат. Умар варауа базума, Умар ты абазин, шта азамат, да азамат. Здесь простой слайд, все понятно. Уабау, ты откуда? Гомсауап, варашта. Уабау, тоже конструкция, которую лучше запомнить, если вы хотите узнать у мужчины, да, откуда он, можете спросить просто уабау. Если у девушки, то надо говорить бабау. Ты откуда? Гомсауап. Я из Красного Востока. А ты откуда? Да? Или а ты? Уарашта. Опять используем ту же самую конструкцию. Обратим внимание на выбор, на выделенные буквы. Буква Г в слове гом, да? Аул Красный Восток. Мы запоминаем ее с помощью слова сердце. Сердце на абазинском языке Г. Г, гом. Сауап. Мы видим звук П. Звук П мы с вами запоминаем с помощью слова клюква. Клюква на абазинском языке прп, п, прп. Уабау, ты откуда? Гомсауап. Уарашта, я из Красного Востока. А ты откуда? Саргиса базап, Карапагуа сауап. Я тоже абазин, я из Карапага. Саргиса базап, Карапагуа сауап. Я тоже абазин, я из Карапага. Итак, обратим внимание теперь на выделенные буквы. Букву Г мы запоминаем с помощью слова чабрец. Г, ген. Г, ген. Да? Букву П мы запоминаем с помощью слова клюква. П, прп. Букву К мы запоминаем с помощью слова тыква. К, каб. Посмотрите, как пишется буква К. Как К твердый знак. К, каб. К, каз. К, карапагуа. Звук Г в слове «арапагуа» мы запоминаем с помощью слова «сердце». Да? Сердце на абазинском языке Г. Разобрали выделенные буквы. Давайте еще раз прочитаем эти два предложения на слайде. Сарги сабазап, арапагуа сауап. Сарги сабазап, арапагуа сауап. Очень хорошо. Молодцы, отлично потрудились. Теперь наше занятие с вами подошло к концу. Прежде чем с вами попрощаться, я хочу вам напомнить, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызжа и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызжа. Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах чизырыз.